Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на канале «Якутия-24». И мы рады приветствовать вас в нашем утреннем эфире, который проведем сегодня мы, Катерина Винокурова и Степан Федоренко. 5 февраля на календаре, день недели пятница. Сегодня мы для вас подготовили много интересных, а главное полезных новостей. Вы первыми узнаете, как в Якутии развивается промышленный туризм, как после снятия ограничений будет проходить чемпионат Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу и какой вкусный проект подготовил телеканал «Якутия-24». Ну а я напомню, что смотреть эфиры нашего телеканала теперь можно не только по телевизору. Скачайте и установите на свой смартфон мобильное приложение НВК Саха и смотрите любимые эфиры в любом месте и в любое время. Приложение доступно в App Store и Play Market. Установив приложение на свой телефон, у вас всегда будет доступ к любимым программам НВК Саха, телеканала Якутия-24 и телеканала Мамонт. Ну а сейчас пришло время познакомить вас со свежими и актуальными новостями, о которых нам расскажет Василий Радченко. Василий, доброе утро. Но сначала мы ознакомимся с прогнозом погоды. Да. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 47, минус 48 градусов. В Заречной группе минус 41, минус 47. В южных минус 35, минус 39 градусов. В Вилюйской группе минус 39, минус 43. В Нижнеленских минус 42, минус 47. В западных минус 39 градусов. В Колыме-Дигирской группе минус 18, минус 35. В Янских минус 32, минус 45 градусов. На северо-западе минус 30, местами минус 43 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 45 градусов. Днем ожидается слабый снег, туман. Температура воздуха днем составит минус 34, минус 36. Актированный день объявлен сегодня для учащихся с 1 по 5 классы. Вот, а теперь пришло время познакомить вас с актуальными и свежими новостями, о которых нам расскажет Василий Радченко. Василий, доброе утро. Да, доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. И переходим к главным событиям. Специалисты научно-исследовательского центра Гамалеи создали стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2. Его утвердил Росстандартъ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны. Предполагается, что образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде. На сегодня известны несколько штаммов. Среди них мутации выявлены в Великобритании, ЮАРе, Бразилии и США. Предварительные исследования показали, что некоторые из них более заразны. В России не выявили этих штаммов. В выборку исследования вошли 56 регионов. Ученые проанализировали более 1500 геномов коронавируса. Якутскэнерго восстановила электроснабжение заречных районов Якутии. Поставщик ввел временную схему подключения потребителей, которые попали под ограничения из-за технологического нарушения на подстанции 220 киловольт мая. Якутскэнерго в сжатые сроки разработали и реализовали схему, которая позволила переключить на другие линии потребителей Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Данная схема также обеспечила перевод потребителей Усть-Алданского района с резервного на централизованное электроснабжение до полного окончания ремонтных работ на подстанции «Мая». Минтруд предлагает пересмотреть некоторые моменты выплаты пособия по безработице. Так, отсчет повышенных выплат предлагается ввести не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты. Напомним, что в декабре прошлого года правительство сохранило на 2021 размеры пособия для потерявших работу. Максимальные 12 130 рублей в первые 3 месяца и 5 тысяч в следующие 3. Однако по действующим сейчас нормам выплата этих сумм начинается с даты признания человека безработным. Минтруд же предлагает начинать отсчет выплаты максимального размера пособия с момента первой выплаты, так как отдельные безработные зачастую не могут получить деньги сразу.
Порядка 265 миллионов рублей из федерального бюджета направлены Якутии на переселение граждан из Крайнего Севера. Такова информация регионального Минстроя. Правительством страны ежегодно из федерального бюджета выделяются довольно существенные суммы. Основная часть этих средств в качестве субсидий направляется на те категории граждан, которые выезжают из районов Крайнего Севера. Это касается инвалидов первой и второй групп. Также не более 30% субсидий направляется на обеспечение или улучшение жилищных условий пенсионерам, говорится в сообщении. Производители муки и хлебобулочных изделий региона получат финансовую поддержку на сумму более 11 миллионов рублей. Субсидия выдается по итогам конкурсного отбора. Эта мера входит в комплекс поддержки по снижению цен на продовольствие по поручению президента Владимира Путина. Субсидия компенсирует затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции. В общей сложности российским мукомолам и хлебопекарям направят 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Из них 2 миллиарда 900 миллионов пойдет на приобретение продовольственной пшеницы и 1 миллиард 800 миллионов на возмещение хлебопекарным предприятиям. В республику получили более 11 миллионов рублей. И в виде софинансирования с республики выделяем 1 200 000 рублей. И будем выдавать субсидии из расчета 2500 рублей на 1 тонну произведенного хлеба. С учетом того, что в течение полугода получатель субсидий обязуется не поднимать стоимость хлеба. Мы планируем примерно в течение полугода охватить около 5000 тонн хлеба на имеющие наши средства, поэтому все предприятия, которые работают в данной сфере, будь то ООО, будь то ИП, будь то акционерное общество, они могут принимать участие в конкурсе. Конкурс открытый. Кикбоксеры Дальнего Востока собираются в Якутске. Начиная с сегодня и до 7 февраля в столице во Дворце спорта 50 лет Победы пройдет чемпионат и первенство ДФО. В них примут участие 6 сборных команд из Якутии, Приморья, Хабаровского края, Еврейского автономного округа, Сахалинской и Амурской областей. От нашего региона выступят 24 спортсмена сборной и 44 юноши и юниора. Соревнования пройдут без зрителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Прямая трансляция будет проходить на YouTube-каналах «Мой спорт» и Дворца 50 лет Победы. Жители и гости столицы уже на этих выходных могут надеть коньки и встать на лед. На озере Сайсары откроется семейный каток под мостом. Будет сразу 2 зоны для катания – платная и бесплатная. Помимо этого можно будет посетить кафе, купить горячие напитки и согреться. Сейчас идут работы по благоустройству площадки. Еще один каток будет обустроен на главной площади столицы силами водоканала. Открытие запланировано на 14 февраля, в День всех влюбленных. Уже завершили строительство нашего катка. На этой неделе 6 февраля планируемся открыть. Каток в этом году мы сделали, освещение улучшили, все загородили. В этом году каток планируем сделать платным, чисто символически 100 рублей. А те, которые будут прокат брать по 150 рублей, они, конечно, будут кататься у нас бесплатно. Для посетителей, для удобства есть теплые места для переодевания, теплое кафе, картинг будет работать, а также дополнительно скоро бесплатную зону тоже будем заливать. Поэтому всех ждем. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Мы продолжаем наш эфир. В здоровом теле здоровый дух, и мы призываем вас подняться с кровати и приступить к утренней гимнастике. Доброе утро. Первое упражнение – пробуждение. Поднимаем руки, ноги, потрясли, проснулись. Второе упражнение делаем лежа, подтягивая колено к груди. Обхватываем руками. Третье упражнение делаем на пресс. Поднимаем руки, поднимаем ноги, сгибаем в коленях. Опускаем по очереди правую руку, левую ногу и меняем. И четвертое упражнение – это ягодичный мостик. Ноги на ширине плеч, пятки ближе к ягодицам. Поднимаем таз, прожимаем ягодицы. Комплекс упражнений подтягивания. Упражнение мы выполняем на четвереньках. Поднимаем правую руку и левую ногу. Выпрямляем
опускаем и меняем. Второе упражнение – кошечка. Руки прямые, в локтях мы их не сгибаем. На выдохе закругляем спину, голову под себя. На вдохе поднимаем голову наверх и максимальный прогиб в пояснице. Третье упражнение – лодочка. Мы поднимаем корпус, руки прямые, заводим назад за спину, делаем выдох. И плавно опускаемся вниз, делаем вдох. Комплекс зарядка. Первое упражнение – присед. Ноги на ширине плеч. На приседе мы делаем вдох, ягодицы уводим максимально назад, колени за носки не заходят. Встаем, выдох. Второе упражнение – наклоны вперед. Руки за голову. Во время наклона стараемся локти не сводить. Третье упражнение – скручивание на пресс, на косые мышцы живота. Руки за голову и скручивание локоть колена в правую сторону и в левую. Хорошего дня и отличного настроения! Доброе утро, мы продолжаем. Степа, ты знаешь, что 5 февраля 1928 года был впервые искусственным путем получен витамин D? Ну да, конечно, 928, как сейчас помню. Дефицит этого витамина выявили у всех жителей регионов нашей страны. Как известно, этот витамин образуется от воздействия солнечных лучей. А раньше считалось, что в регионах с небольшим количеством солнечных дней, как, например, в нашей Якутии, его дефицит намного выше. Ну а сейчас ученые говорят, что дефицит этого витамина распространяется на все страны. Его недостаток может стать причиной депрессии, респираторных заболеваний. Все эти и другие интересные события в нашей рубрике «Даты и события». 5 февраля отмечают Всемирный день Нутеллы. Эта шоколадно-ореховая паста появилась в Италии в 1946 году. В этот день проходит фестиваль цветов в Таиланде. Проводится он ежегодно на севере страны в городе Чиангмай и длится 3 дня. По городу проносят сотни тысяч самых разных цветов. По народному календарю, если утром кричит синица, это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине. 5 февраля 1919 года открылась первая пассажирская авиалиния. Ею стала Люфтганза в Германии. Компания сначала использовала для перевозки сохранившиеся военные самолеты. Эти бипланы были с открытой кабиной, поэтому пассажиры перед посадкой в самолет надевали шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые унты. 5 февраля 1928 года впервые искусственным путем получили витамин D. В 1812 году в этот день родился Жорж Шарль Дантес, французский офицер и политик, который смертельно ранил русского поэта Александра Пушкина на дуэли. 5 февраля 1840 года родился Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин. В 1878 году 5 февраля родился Андре Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна «Ситроен». 5 февраля 1924 года появился на свет Александр Матросов, советский солдат, герой Советского Союза. 5 февраля 1985 года родился Криштиану Роналду, португальский футболист, один из самых узнаваемых спортсменов в мире.
Именины в этот день празднуют Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор. Доброе утро! Холодная зима, отключение горячей воды, неубранный снег и наледи. Как говорится, сколько людей, столько и проблем. Да, наши корреспонденты вышли на улицы, чтобы узнать, какие проблемы волнуют якутян. Ну, проблема вовремя посыпать дороги зимой, ну а летом ремонтировать. Ну, а какие другие проблемы? Это цены. За ценами нету, что-то не меняется ничего. Кое-где так не вижу. Ремонт дорог, наверное, я бы отнесла к еще одной такой злободневной темы. Да, вроде бы все нормально. Так-то ничего нету. Вы знаете, я пенсионер, чуть не замечаю проблем таких больших. Вот это ЖКХ сильно большое. Это очень обнаглели. А так нормально все есть. И овощи, и продукты, и все есть. А вот ЖКХ – это проблема. В принципе, проблемы, наверное, у Нерюнгринского района, как и у многих поселений в республике, все-таки есть. В частности, одной из главных проблем, я считаю, все-таки проблему с бездомными собаками, которая из года в год, к сожалению, только у нас усугубляется. С капитальным ремонтом домов, которые, как программа, это не всегда у нас успешно. Иногда бывает, что как бы затормаживается. Вот, в частности, могу сказать по своему дому. В 2020 году у нас должны были проводить замену электрооборудования, но пандемия внесла свои коррективы. Да, каких проблем? Проблем, по-моему, в Нерюнгринском районе нет. Город живет, работает, слава богу. Без ничего, таких больших осложнений нету. Люди ходят, учатся. На мой взгляд, проблем нету. Но есть какие-то незначительные проблемы. Может быть, дороги не чистят, там еще чего-то. Но это такая мелочь, что это исправляется за один день. В прошлом году между главой республики и Агентством стратегических инициатив было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Соглашение направлено на развитие в республике промышленного туризма и привлечение туристов в Якутию. О развитии этого направления мы сегодня поговорим с директором Агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха-Якутия Натальей Тюкавкиной. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Соглашение было подписано в прошлом году. Расскажите, в чем его суть и что такое промышленный туризм? Да, действительно, в июне прошлого года между правительством республики и Агентством стратегических инициатив было подписано такое соглашение. И в рамках этого соглашения Якутия получила методологию, то есть конкретную инструкцию, пошаговый план развития этой отрасли в нашем регионе. И я с гордостью отмечу, что на сегодняшний день мы регион-лидер и на самом деле добились колоссальных успехов в этом направлении. Промышленный туризм – это некий такой экскурсионный продукт. Тогда, когда наши гости республики, наше население посещают предприятия для того, чтобы ознакомиться с историей этого производства, увидеть новые уникальные какие-то технологии и познакомиться с продукцией, которая производится на этом предприятии. На текущий момент мы работаем с 11 такими компаниями. Это наши пилотные компании, которые получили наше сопровождение в разработке и развитии этого продукта. Это две крупных компаний в Мирнинском и в Нерюнгринском районе Алроса и Колмар и 9 компаний непосредственно в городе Якутске. Абсолютно разные отрасли. Это и высокотехнологичное производство, инновации, потрясающий продукт инновации на вечной мерзлоте, который реализуется IT-парком. Это и компания «Сахабулт», «Камелек», «Чирон 21 века» и ювелирное производство. Да, в Якутии с промышленным туризмом, мне кажется, проблем нет. Промышленных компаний много, есть на что посмотреть, да? Да, действительно. И на самом деле это очень крутой инструмент в развитии территорий, в территориальном маркетинге, в продвижении наших локальных брендов. Потому что субъектам малого и среднего предпринимательства, работая в таких суровых условиях, очень сильно необходим именно элемент продвижения. И через посещение экскурсий наши компании взаимодействуют со своей целевой аудиторией. Это такой некий новый канал коммуникации тогда, когда они смогут сформировать потребительскую лояльность и продвигать свой бренд как в Якутии, так и за пределами республики.
Ну, а выгоды для бизнеса, вот вы уже сказали, да, а туроператоры, туристы, какие выгоды получают? Ой, вы знаете, все участники этого проекта на самом деле имеют свои выгоды. Для региона это имиджевая политика, это экспортный потенциал, развитие малого и среднего предпринимательства, продвижение наших локальных брендов, инвестиционная привлекательность. Для туроператоров это расширение перечня туристических услуг. Это возможность сформировать новые продукты туристические выходного дня, значимый инструмент в профориентации и реализации такого направления, как детский туризм. А для бизнеса это, конечно же, открытость, новый элемент формирования корпоративной культуры и продвижения локального бренда. Кроме того, мы сегодня обеспечиваем целым рядом мер поддержки участников нашего проекта. Это и сопровождение в разработке туристического продукта, сопровождение в продвижении как на российском рынке, так и в Якутии этого проекта. Ну а самое главное, наш бизнес имеет возможность продвигать свою продукцию через новые такие инструменты. Наталья Владимировна, могут ли рассчитывать на какую-то помощь те, кто принимает участие в данном проекте? Да, конечно, мы сегодня предусмотрели ряд мер финансовой поддержки, но кроме того мы готовы оказывать сопровождение нашим предпринимателям, которые заходят в этот проект в получении грантов на развитие этого направления. Ну и расскажите о планах на будущее развитие этого проекта «Промышленный туризм». В 2021 году мы отрабатываем еще с 10 компаниями. Это компании, которые находятся уже в других районах, которые сегодня не менее привлекательные для туристов, для того, чтобы там сформировали новые интересные продукты. Туристы могли открыть Якутию для себя по-новому, познакомиться не только с нашим природным, культурным, этнографическим потенциалом, но и посмотреть, как в таких суровых условиях производится уникальная продукция. Это продукты, пищевые производства, скажем так, крафтовые. У нас будет 2 сыроварни. Планируем отработать с нашим цементным заводом и ряд компаний, находящихся в том числе и в городе Якутске, что позволит нам масштабировать эту практику и, самое главное, обеспечивать, скажем так, новое направление в профориентационной работе, потому что с каждым днем мы видим, что интерес к этому направлению растет со стороны школьников, студентов и родителей. А вот если какое-то предприятие, организация захочет участвовать в вашем проекте, куда обращаться им? Для этого необходимо обратиться к нам по телефону 8 800 550 14 61 и получить консультацию от наших менеджеров, от наших специалистов. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в наш офис Орджоникидзе 36, корпус 1 на 3-м этаже. Мы рады всегда гостям и окажем любую консультационную помощь и в дальнейшее сопровождение в реализации этого замечательного проекта. Наталья Владимировна, спасибо вам за участие в нашей программе. Отличного дня вам сегодня. Желаем вашему проекту процветания и дальнейшего развития. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Кот с необычной кличкой Кипиш работает в администрации Невинномысска. На заседаниях в коридорах администрации города этот кот уже около 10 лет. Кипиш появился в мэрии около 10 лет. Один из сотрудников решил приютить бездомного малыша. Кипиш быстро подружился с новыми коллегами и сначала получил разрешение гулять по коридорам и кабинетам ведомства, потом стал появляться на детских выставках в мэрии и посещать заседания. Теперь у Кипиша появилась своя официальная страничка в Инстаграме. Главная обязанность кота – появляться вместе с мэром Невинномысска Михаилом Миненковым на утренних планерках с губернатором Ставропольского края. Сейчас у Кипиша чуть больше 1000 подписчиков в Инстаграм. Но он уже задает тренд. Депутат Ставропольской думы Николай Новопашин, узнав о карьере кота, пообещал в своем телеграм-канале, что будет проводить приемы граждан вместе с собакой по кличке Янис. Катя, знаешь, интересно, кто придумал кличку коту Кипиш? Кипиш в мэрии? Ну, не знаю. Почему именно Кипиш? Да, не знаю. Что с ним не так? Видимо, от характера, да? А на российском рынке недвижимости резко увеличилось количество предложений по продаже проблемных квартир.
Как правило, это жилье с долгами по ипотеке, по оплате услуг ЖКХ. С чем связан такой рост и какие другие новости есть в мире экономики, нам расскажет наш коллега Иван Лазаренко. Риэлторы и эксперты сообщили о росте предложений о продаже квартир с проблемными документами из-за резкого спроса на жилье. По данным экспертов, за полгода количество проблемных объектов недвижимости на рынке вторичного жилья выросло в среднем на 15%. В основном это квартиры с долгами по ипотеке из-за ЖКХ, квартиры, принадлежащие гражданам, которые находятся на этапе банкротства, а также квартиры, которые находятся в залоге у банков. Эксперты рынка в очередной раз советуют будущим покупателям недвижимости как можно тщательнее проверять имеющиеся у продавца документы на долгожданную квартиру. Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги без участия судебных приставов, сообщили участники рынка. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банке бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. По закону об исполнительном производстве кредитная организация должна совершить операцию по исполнительному листу. Согласие клиента-должника для этого не требуется. Платеж должен пройти сразу же, но задержка возможна, если у банка появится сомнение в подлинности документа. В этом случае у него есть право не более чем на 7 дней остановить проведение этой операции. Глава российского государства обязал провести в стране индексацию заработных плат всех работников с 1 февраля текущего года. Напомню, что заработные платы и социальные выплаты в России повышают каждый год со 2 месяца нового года, поскольку к февралю уже удается узнать уровень инфляции за минувший год. Индексация заработных плат в соответствии с уровнем инфляции указана в основном в законе государства. Принимая это во внимание, в нынешнем году зарплаты граждан в стране увеличатся на 4,9%. При этом организации сами определяют, какие выплаты поднимут у работников. Если работодатель заработную плату персоналу не повышает, то речь идет уже о нарушении трудового законодательства. Экспорт отечественной сельхозтехники третий год подряд бьет рекорды. В 2020 году поставки за рубеж выросли на 30%, почти до 16 миллиардов рублей. Основными причинами, по мнению участников рынка, стали слабый рубль и предсказуемость государственной поддержки, чего не было в 2019 году, а также рост качества продукции. На этом фоне общее производство российской техники растет в ногу с экспортом, также почти на 30%. Поставки в прошлом году шли в 38 стран. Основными направлениями стали страны СНГ и Евросоюза, а также Монголия, Африка и Ближний Восток. Продолжаем. В 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленных сотрудников. Как правило, работодатели обязывают выходить на связь в деловой одежде и с аккуратной прической. В первую очередь это касается банков, IT и строительных компаний. В большинстве же организаций нет никаких требований к дресс-коду. Степа, как во время пандемии артисты театр проводили репетиции, и был ли у вас строгий дресс-код? Ну да, мы собирались так же по Зуму, как и все жители планеты Земля. Но, знаешь, нам повезло, что мы не работники IT-сектора и банков, потому что наш обычный дресс-код на репетициях – это треники и футболка, какая-то свободная одежда, которая не сковывает движение, поэтому проблемы с дресс-кодом на удаленке мы не испытывали. А вот не хватало именно живого общения, которое очень важно в нашей профессии, конечно, во многих профессиях. Конечно. А дистанционная работа внесла большие изменения в трудовые отношения. Какие изменения внесла удаленка, какие новые законы появились по трудовому законодательству в нашей рубрике «Советы юриста». Доброе утро. С вами Советы юриста. Сегодняшний день я хочу посвятить тому, что все-таки, что такое удаленная работа. Дистанционным работником считаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе. На работников, заключивших трудовые договора о дистанционной работе, распространяются нормы трудового законодательства практически в полном объеме, за исключением некоторых особенностей, установленных главой Трудового кодекса о дистанционной работе. Запомните, трудовой договор считается заключенным, когда вы по поручению или с ведома работодателя, либо его уполномоченного на это лица начали данную работу.
При этом трудовой договор должен быть заключен в 3-дневный срок. Если же работодатель либо иное лицо отказывается от заключения этого трудового договора, вам необходимо обратиться в районный суд. По месту нахождения вас или работодателя это не имеет отношения. Но при этом в суде вам необходимо доказать, что действительно вы работали у данного работодателя. Что для этого надо? Свидетельские показания, документы, либо иные другие доказательства, подтверждающие вашу работу у данного работодателя. Мы продолжаем наш эфир. В Якутске после снятия ограничений начали открываться музеи. Это событие ждали как посетители, так и сами сотрудники, конечно же. За первый день работы в музее имени Емельяна Ярославского посетили больше 25 человек. Степа, как ты воспринял эту новость и собираешься ли ты в ближайшее время посетить музей? Ну, конечно, я воспринял положительно эту новость, потому что культурный голод, как и у всех, сформировался, не хватало этой атмосферы. Хотя, надо сказать, что во время пандемии очень много можно было посетить музеев не в нашем городе, где-то там в Петербурге. Да, виртуально. Тут это же тоже Эрмитаж. Да, Эрмитаж, русский музей, в этом какой-то плюс есть. Ну а сейчас музей Якутска готовится ко встрече посетителей, готовят интересные выставки и специальные выставки. Об одной из них мы узнаем в нашей пятничной рубрике «Музейный гид». Алексей Евстафьев, по словам искусствоведа Ломановой, сумел раскрыть в своих листах подлинное понимание Якутии, сыном которой он является. Он родился в большой дружной семье коневода. В раннем детстве он заболел полиомиелитом и был отправлен в город Курган, где в тоске по родине начал рисовать. Это был такой этап выздоровления и рождения большого художника. Карьеру художника он начал в Намском педагогическом училище, затем были подготовительные курсы в Ленинграде, а после он поступил в Московский государственный институт имени Сурикова, который с успехом закончил на отделении станковой графики. Ему повезло с учителями, у него были прекрасные педагоги-профессора, именитые, которые углядели в этом якутском парне силу, талант, целеустремленность и выдвигали его студенческие работы на всесоюзные выставки. Национальный художественный музей обладает уникальной коллекцией этого художника. Его многочисленные серии, воспоминания о детстве, воспоминания о лете, намские мотивы. И в каждом его графическом листе такая светлая грусть, воспоминания о детстве, воспоминания о своей деревеньке с ее традиционными пейзажами, с якутскими лошадками. И эти картины, эти листы, они рождают ощущение умиротворенности, спокойствия и жажду понять себя, заглянуть вглубь себя, ощутить себя наедине с природой. Жизнь быстротечна. Алексей Евстафьев оставил после себя неповторимую, такую уникальную коллекцию своих творений. Небо, меняясь, тускнеет в окне, нечему вроде бы и веселиться, но остается до срока во мне все, что продлится, до срока продлится. Рея надеждой над прочим во сне, память души нам дает окрылиться, и остается до срока во мне все, что продлится, без срока продлится. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Хотим передать слово Василию Радченко. Все самое интересное и важное. Вопросы субсидирования воздушных перевозок обсудили на заседании комиссии Госсовета России. Напомним, что отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на Дальнем Востоке, смогут приобретать билеты на авиарейсы, субсидируемые государством. В списке таких рейсов 21 маршрут. Что касается нашей республики, то для всех якутян будут доступны субсидированные авиабилеты по 6 направлениям. Это Мирный-Москва, Мирный-Санкт-Петербург, Нерюнгри-Москва, Полярный-Москва, Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург.
Молодые педагоги могут улучшить жилищные условия по 2 программам в Якутии. Об этом сообщил замминистра строительства региона Евгений Афанасьев в ходе прямого эфира в социальных сетях. По его словам, по приобретению жилья для молодых педагогов имеются 2 программы на сегодняшний день. Первое – обеспечение педработников, проживающих в арктических районах республики. Также молодые педагоги, проживающие в селах и желающие улучшить жилищные условия, могут подать на получение субсидий в рамках комплексного развития сельских территорий. Актированный день для учеников с 1 по 5 классы объявлен в Якутске. Учеба для них пройдет в дистанционном формате. Об этом передает Управление образования города. По данным же якутского УГМС, в 6 часов утра температура наружного воздуха составила минус 45 градусов. В районе аэропорта ветер 1 метр в секунду. 20 новых теплых остановок появятся в Якутске в 2021 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. От граждан поступает много жалоб на неудовлетворительное санитарное состояние теплых остановок, несоблюдение графика работы. Во многих из них находятся не те объекты, которые необходимы горожанам, и следует в корне изменить принцип их работы, отметил Григорьев. Ученые Арктического инновационного центра СВФУ представили новые разработки. Ежедневно в центре проводятся исследования по всему комплексу фундаментальных и прикладных наук. А новейшее оборудование обеспечивает инновации в области организации не только научной деятельности, но и учебного процесса в ВУЗе. Исследование новых наноматериалов на основе графена проводится в лаборатории нанотехнологий. Проект пока находится на этапе разработки, но уже в ближайшем будущем его результаты могут быть использованы при создании гибкой печатной электроники в виде часов, телефонов и других цифровых гаджетов. Развитие нашей сегодняшней электроники, то есть ничто не стоит на месте, и получается, мы переходим все равно уже к более и легкой, она становится этой электроникой, и вживаемой, вживляемой куда-то. И для этого необходимы, конечно, новые материалы, новые свойства этих материалов, и мы над этим работаем. Эта тема у меня, она длится с 2014 года, и вот в 2020 году я защитила кандидатскую диссертацию, то есть как бы один блок такой достаточно крупный я, можно сказать, закончила. И сейчас я продолжаю это развивать. Получается, выиграла стипендию президента Российской Федерации. Постоянная экспозиция Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского закроется для посетителей с 1 марта. Причиной стало аварийное состояние. Нынешняя экспозиция создана в 2004 году. До этого выставлялась в 80-х, а еще ранее в 60-х годах прошлого века. Для удобства посетителей экспозиция в этот период будет размещена на разных выставочных площадках. В пристрое главного корпуса, в доме музея, детском центре музея и в филиале в Музее государственности. Просветительский проект Московского института развития индустрии моды Beyond Open стартовал в Якутске. В ходе него участники пройдут интенсивы, круглые столы, а также составят портфолио-ревью. Задача проекта – организовать экосистему индустрии моды в России. При этом основатель Алексей Баженов отмечает, что у Якутии есть большой потенциал в области развития фэшн-индустрии не только в республике, но и за ее пределами. Мероприятие продлится 3 дня, в том числе и в онлайн-формате. По словам организаторов, для участия зарегистрировалось более 80 представителей якутской модной индустрии. Это такой двухдневный интенсивы, где мы рассказываем основные тенденции, как понимать язык современности, как работать на международном уровне, при этом используя локальный потенциал. Мы видим огромный потенциал в локальных культурах. Да, сейчас это вообще главный тренд развития всей современной культуры. Именно такой. Нужно отличаться. Да? Чтобы отличаться, нужно использовать вот этот большой локальный потенциал. Мы, собственно, вот именно этим сейчас занимаемся. У меня же к этой минуте все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо, Василий. Мы продолжаем. После длительного перерыва, вызванного пандемией, в республике вновь начинают проводить спортивные мероприятия. Это не может не радовать. Правда, пока они проводятся без зрителей, зато спортсмены наконец могут выйти на состязание. Ведь, как все знают, без соревнований не бывает прогресса. Одним из первых спортивных мероприятий, стартующих в Якутске, станет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу.
Ольгу. И сегодня у нас в гостях главный судья соревнований, вице-президент, председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России Александр Березкин и Александр Михайлов, первый вице-президент Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе. Александр Николаевич, Александр Михайлович, наконец-то разрешили соревнования. Вот вы как тренеры, как спортсмены, как пережили этот период, этот долгий, этот год? Расскажите. Без соревнований, да? Да. Как? Александр Николаевич, как было? Да? Год проходил? На самом деле, конечно, возникло много сложностей. Самое главное, к которому мы, наверное, не готовы были в таком формате готовиться, тренироваться. Ну, то есть для спортсменов сборной России в первую очередь. Но, тем не менее, когда есть желание, всегда и появляются возможности. Поэтому ребята сборной России с соблюдением всех норм прошли все равно. Прошли сборы подготовительные, и мы в 2020 году все-таки провели чемпионат России в городе Ульяновске в сентябре месяце, в начале сентября, и дали возможность, конечно, спортсменам, но только в взрослой возрастной группе все-таки выступить, хоть какой-то сделать старт. Конечно, для молодежной сборной, юношеской, юниорской, не было возможности выступить на этих соревнованиях и продолжить подготовку. Сначала, благо летом можно было потренироваться на улице, затем по мере снижения всей обстановки спортсмены смогли вернуться уже в спортивные залы и продолжить в определенных, конечно, условиях свой тренировочный процесс. Но я скажу так, знаете, всегда говорят, сложно, не сложно. Есть все в одинаковых условиях, все, как говорится, на равных, тренируются, готовятся. Самое главное, есть желание, и то, что сейчас уже появляется возможность выступить дальше на спортивных мероприятиях, и тем более сейчас проходят первые такие старты здесь, на Дальнем Востоке, а именно в городе Якутске. Это хороший старт и, самое главное, хорошая площадка для того, чтобы очень успешно, я думаю, подготовиться к чемпионату России, который уже пройдет в городе Якутске. Да, кстати, уже в апреле. Да, в апреле. Александр Михайлович, ну как настроены бойцы? Готовы ли к соревнованиям? Вот как сказал Александр Николаевич, в прошлом году мы все-таки участвовали на чемпионате России в Ульяновске. И, можно сказать, и качественно, и количественно улучшили результат до 2019-го. У нас один чемпион, одно серебро и 2 бронзы. Поэтому, думаю, динамика роста идет. Но, конечно, не надо учитывать, что эта болезнь у нас как бы задела несколько наших кикбоксеров. Они переболели, вот сейчас восстанавливаются. Надеемся, что все это должно пройти все хорошо. Так, помощью Федерации кикбоксинга Республики и Министерства спорта все-таки съездили на оздоровительные сборы, то есть поправить свое здоровье. Это очень помогло. Вот. И на настоящее время мы их увидим именно на этих соревнованиях. Эти соревнования являются отборочными для чемпионата России и первенства России. А вот как, на ваш взгляд, соревнования пройдут без зрителей? Это как-то повлияет на результат? И вообще, бойцы, ведь нет, азарта меньше, наверное, или как? Мне кажется, когда зритель на тебя смотрит. На самом деле, немножко, конечно, есть, как говорится, тот кураж. Спортсмены, может быть, и не получают, и не ловят, но, тем не менее, единоборства, они связаны все равно с адреналином определенным в ринге, когда спортсмены понимают, что ихняя победа даст им возможность участия, первое, это в чемпионате и первенстве России. Ну и, конечно же, это будет отборный чемпионат мира. Поэтому, зрители, конечно, они всегда помогали спортсменам. Это поддержка, конечно, это поддержка. Но сейчас спортсмены, я думаю, все равно маленько перестроятся, что нужно надеяться только на себя, на тренера, который говорит в углу, что тебе делать и как работать. Поэтому.
А в каких регионах, из каких регионов и кто фавориты, да? Ну, помимо сборной Якутии, конечно, поскольку она является флагманом, да, кикбоксинга на Дальнем Востоке. Ну, на Дальнем Востоке, как говорится, Якутия начала самой первой. Вот. Мы являлись как бы основателями кикбоксинга и распространяли с помощью, скажем, наших Федерации кикбоксинга России. Поэтому можно считать, мы принимаем дома наших гостей. Все будет проходить честно, вот поэтому в Якут всегда приезжает, ну и показывает, на что они готовы. В последнее время есть очень хорошие ребята разных регионов, работа ведется, развитие идет. Вот. Посмотрим сегодня, ринг покажет, как говорят. Ну вот сейчас ограничения на проведение мероприятий, соревнований сняли, но все равно требования санитарные очень жесткие. Вот расскажите про это. С этим сложно как-то вообще? Видимо, наверное, тесты на ковид, все это сдавать надо спортсменам. Это дополнительная нагрузка, наверное, на спортсмена. Ну, на самом деле, знаете, мы опробовали, работая в сентябре месяце 2020 года в городе Ульяновск на чемпионате России. На самом деле, особо сложностей нету, соблюдать все нормы, дистанцию. Поэтому для спортсменов тоже самой сложности нету. Ну, немножко заблаговременно надо сдать тесты, чтобы еще раз убедиться, что не являются распространителем, да, или той или иной пандемии. Поэтому сложностей особо никаких нету. Может быть, это даже спортсмена как-то дисциплинирует, что лишний раз не находиться там в каких-то больших скоплениях, где людей, общественности. Поэтому те спортсмены, конечно же, которые уже опытные, особенно это касается членов сборной России, они очень тщательно подходят к этому моменту, потому что все-таки здесь на весах стоит место в сборной России. И учитывая, что мы идем, кикбоксинг сейчас не олимпийский вид спорта, но в 2022 году кикбоксинг будет уже 95% признан олимпийским видом спорта. И в 2023 году мы уже примем участие на Европейских Олимпийских играх. Ну что ж, спасибо, Александр Николаевич, Александр Михайлович. Желаем вам успехов. Желаем успехов, удачи спортсменам. Ага. И ждем, конечно же, соревнований и зрелищ. Спасибо большое. Спасибо. Мы продолжаем. Союз европейских футбольных ассоциаций назвал ключевых игроков команд-участниц грядущего чемпионата Европы. В составе российской сборной УЕФА отметили форварда Артема Дзюбу и защитника Марио Фернандеса. Подробнее об этом и других событиях в мире спорта расскажет наш коллега Власий Сергеев. УЕФА назвал нападающего Артема Дзюбу и защитника Марио Фернандеса ключевыми игроками сборной России по футболу. Об этом говорится в представлении команды на сайте организации в преддверии чемпионата Европы. Дзюба провел за национальную команду 47 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Фернандеш отыграл в майке сборной 25 встреч, отметившись 3 взятиями ворот и 3 ассистами. Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Подопечные Станислава Черчесова выступят в группе «Б» вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Сборная России со счетом 2-1 победила команду Японии в матче второго тура Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов и вышла в полуфинал турнира. Соревнования проходят в австралийском Мельбурне. В одиночных встречах Андрей Рублев выиграл у Йосихита Нисиоки со счетом 6-1, 6-3. Затем Данил Медведев оказался сильнее Кея Кисикори 6-2, 6-4. В парном разряде Аслан Карацев и Евгений Донской уступили Нисиоки и Бену Маклахану со счетом 6-4, 3-6, 10-12. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.
Боксерский поединок в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Дилианом Уайтом должен пройти в срок, несмотря на ограничения в Великобритании. Об этом заявили представители команды россиянина. По плану бой должен пройти в Великобритании 6 марта. Напомним, боксеры ранее уже встречались друг с другом. В августе прошлого года в поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBC россиянин одержал победу нокаутом. После этого были предприняты 2 попытки организовать реванш, однако бой дважды переносился из-за заражения Поветкина коронавирусом. В данный момент на счету 41-летнего россиянина 36 побед, 2 поражения и 1 ничья. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при 2 поражениях. Перейдем к событиям якутского спорта. Международный турнир по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева в этом году пройдет в Московском дворце спортивных единоборств ЦСКА. Как сообщает ЕСИА, такое решение обусловлено эпидемиологической ситуацией. Известно, что на трибуны столичного спорткомплекса будет допущено 350 зрителей. Участниками традиционного турнира станут представители 10 зарубежных стран и более 15 регионов России. В честь республики будут защищать порядка 30 борцов. Соревнования пройдут с 4 по 6 марта. В Якутске на следующей неделе стартует чемпионат республики по мини-футболу среди команд первой лиги. В борьбу за медали сильнейшего дивизиона вступят 9 команд из различных районов и городов, а также сборная Северо-Восточного федерального университета. Все матчи пройдут под сводами Дворца спорта от 50 лет Победы. В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей. Трансляция финального матча будет доступна на телеканале НВК «Саха». Напомним, что действующим победителем чемпионата является сборная Ленского района. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Доброе утро. Мы продолжаем. Уже завтра на телеканале Якутия-24 стартует новый проект под названием «Просто вкусно». Почему просто и кто и что вкусно будет готовить, нам сегодня расскажет ведущий этого шоу Петр Ципандин. Доброе утро, Петр. Почему просто и почему вкусно, кто будет готовить? Расскажите вкратце. Концепция вообще, имеет смысл, наверное, рассказать, от чего родилась, да? В декабре... Про историю. Да, про историю, да. В декабре на меня вышли Дима Аргунов с Лешей Соколовым, да, и предложили, что есть такая концепция кулинарное, скажем так, шоу. Да, звать в студию гостей, скажем так, готовить что-то, их может быть фирменное блюдо, может быть я сам буду готовить, у нас есть эксперт, мы снимаем гастростудии ресторана «Мусхая», и там у нас шеф-повар Семен Тарбахов, да. Ну, то есть показать, что мужчины тоже могут готовить. При этом у нас эксперт, который говорит, вот так сделать, вот так делать, да. Но тут самым главным, я считаю, что является не только сама готовка, да, это не просто кулинарная программа, это ток-шоу. То есть разговорить людей, поговорить о чем-то. Интересные гости у нас будут, скажем так. То есть у вас будут только мужчины исключительно в эфире? Заранее задумалась так, но я думаю, что нет, да. Девушка тоже можем. У нас есть, скажем так, шорт-лист гостей, которых мы будем звать. Вы сразу приняли предложение, вы любите готовить. Я люблю готовить, да. Я вообще бываю на земле, охотник, рыбак, да, скажем так, да. И, скорее всего, выпал на выбор на мою кандидатуру, да, почему вот так, да. Я могу приготовить так, чтобы, люди, скажем так, не отравились. Чтобы это, взять простые продукты и сделать из него что-то такое съедобное, да. Не так изысканно, конечно, да, но я умею готовить, люблю этим заниматься. И, собственно, когда пришло предложение, я, скажем так, чуть-чуть подумал и согласился. Обычно, не знаю, обычно всегда женщины говорят, что мужчины всегда лучше готовят. Видимо, сами не хотят готовить, поэтому так говорят. Это да, скажем так, расхожее мнение, да. Лучше шеф-повара, считается, что мужчина. Петр, а вы смотрите сами какие-то другие кулинарные шоу? Чем вдохновляетесь? Нет. Меня супруга сразу говорила, когда я в декабре согласился вести эту передачу, говорит, посмотри обязательно, да, вот Гордон Рэмзи, вот там кто-то еще, говорит, что там есть, что-то можно взять. Я сначала подумал, а потом решил для себя, что, наверное, не буду, потому что что-то перенимать, вдруг я, скажем так, с чистого листа, чтобы не сказали, что вот он с вами кого-то копирует, типа, да. Пусть у меня будет собственный путь. А кому больше предназначен ваш проект? На какую аудиторию нацелен? Да, кому будет интересно? Так как мы готовим, кушают все,
Это первое. А второе, мы разговариваем. Ну, я думаю, что разговоры будут интереснее. Ну, то есть целевая аудитория, ну, 14+. Ага. Ну мы вот как раз видим небольшой анонс, да, первым гостем, может быть, приоткроете завесу, да, первым Так, гостем. ну первый эфир у нас выйдет уже, по-моему, завтра, завтра выходит, да, мы первой передачи мы с Семеном вместе вдвоем готовили, я там, ну скажем так, я вообще охотник, да, я фирменное блюдо, типа гуся я готовил в духовке. Вот. И потом уже дальше идут гости. У нас был Александр Лобанов, Аял Лазарев в гостях был и Петя Чехарду. Вот, да. Мы 4 проекта уже сняли, 4 передачи у нас готово. И на той неделе еще съемки будут. В какое время можно будет увидеть проект? Так, немножко ответственно, да, но, скажем так, наш проект поставили самый прайм. В субботу и воскресенье 18:15. Ух ты. Да, ну то есть ответственность, ну вот я вот так. Петр, а вы сами что любите готовить больше? Любимое блюдо ваше? Ой, или какая-то фишка я ваша? могу сказать, что я люблю кушать. Я люблю кушать бузы. Ага. Самое мое любимое блюдо бузы, да, но я готовлю все. Ну, то есть в основном мясо, рыба. Спасибо, Петр. Что ж, с нетерпением ждем в субботу-воскресенье, как вы сказали, да? На телеканале Якутия-24 будем готовить вкусно и просто. Просто вкусно. Да. Просто вкусно, да. Что ж, на этом наша программа подходит к концу. Напомню, что сегодня пятница, впереди для многих долгожданные выходные. Для нас, например, точно. Выспимся с тобой, Степа. Всю эту неделю с вами были мы, Катерина Винокурова, Степан Федоренко. Отличного вам дня сегодня, продуктивного дня. Всего самого-самого доброго.